Друзья, добрый день! Сегодня у нас среда, 3 июня, и мы начинаем наш обещанный прямой эфир. И как я обещал, сегодня я вот в Казани, я уже написал в своем посте, что вот я наконец-то дождался этого момента, когда стоит крикнуть, и я крикнул и сказал, пора путешествовать по России, пора начинать жить, и прилетел в Казань. Гостеприимный Казань, я уже писал первую часть утренних своих приключений, все было комфортно, все замечательно, Казань гостеприимна, прекрасная погода, и как я обещал, сегодня я в гостях, мы будем дважды в гостях, у нас из друзей, то есть двух разных объектов, Урушани и Дмитрий Полосиных. Сегодня, вот сейчас мы находимся на территории, наверное, одного из самых известных, чтобы не нарушать законы конкуренции, да, о рекламе, одного из самых известных музеев Республики Татарстан, Казани, это музей Чакчака. Это потрясающее, вот про историю музея Чакчака, про вот путь его создания, как Рушани и Дмитрий его создавали, наверное, достойно отдельной книги, отдельного рассказа, потому что была одна территория, да, музей это раскрутился успешно, потом пришлось менять дислокацию, как это шла борьба, это очень интересная история. Я думаю, мы о ней обязательно как-нибудь поговорим. Но вот начиная репортаж, мы сидим на улице в беседке, которая является, видите, наверное, по фотографии вы можете понять, это штаб-квартира потрясающего проекта, в который вовлечено огромное количество уже городов России, который родился, идеей его, да, и пошел в города Самары. Это потрясающий фестиваль Томск РФ. Многие о нем знали, многие города включились. В прошлом году, кажется, включился в эту историю и Воронеж, чему я был очень рад. Мы встречались с представителем воронежской команды, которая делала, и это она просто говорит, что дело даже не в том, что происходит вот восстановление этих домов, да, люди не все готовы там, да, вот к этому, а меняется реально сознание, отношение не просто к старым зданиям, вообще к окружающей территории, тех, кто участвует в этом проекте. И вот когда сейчас мы говорим, вот в последнее время, да, наверное, самая популярная одна из фраз там, мир уже не будет другим, да, вот он меняется. Да он меняется каждый день, он меняется каждый день. И главное не изменение мира, а того, как мы меняемся и что мы готовы менять. И вот сегодня мы в гостях у Дмитрия Урушани. Сейчас мы сначала вот в этой уютной, вот здесь так тепло, в беседке пообщаемся, а потом Дмитрий Урушани немножко, я буду следовать за ними с камерой, мы немножко прогуляемся по музею Чакчака. А пока мы будем сидеть вот здесь, пробовать вот такие вот вкусняшки, узнаете, да? Чак-чак. Он чак-чак. Понимаете? Чак-чак. А в Татарстане говорят чак-чак. Обязательно мы вот как раз, я бы хотел, чтобы из первых уст прозвучала вот та самая история, как он вот появился, да, вот музей Чак-чака. И самое главное, понимаете, это вот здесь все-таки в музейном сообществе, я понимаю, да, там взгляды, вот совсем недавно мы общались с представителями по телефону и через социальные сети, с представителями двух крупных государственных музеев, да, мы долго спорили, потому что вот частные музеи, имеющие фонды, не занимаются там наукой и так далее. Но, как показывает практика, как показывает мой личный опыт, я буду говорить именно о личном опыте, то есть наиболее вот привлекательный, то есть есть и классные на территории государственных музеев, если там люди активно работают, да, придумывают что-то интересное и так далее, но нельзя не согласиться с тем, что вот такие объекты, как музей Чакчака,
они привлекают внимание. И я помню, когда только начинал, там первые годы, мало кто знал, да, но люди уже шли и так далее, а теперь сюда редко какой журналист федеральный или международный, приезжая в Казань, а, он просто, он просто вот ставит, наверное, себе в дневнике о в обязательном порядке посещение музея Чак-Чака. Потому что люди анализируют, люди готовятся, люди хотят бывать в модных, популярных местах. Вот сегодня еще небольшое вступление. Я уже говорил про на конференции, онлайн конференции, которую проводит Центр развития туризма Кировской области. Там мы говорили о примерах, да, о продвижении региона. Вот тема, что делают регионы, чтобы им поехали. Мы же знаем, что есть там уже более десятка регионов, которые открыты, которые начинают потихоньку восстанавливаться, и они получили вот такое преимущество, да, перед другими территориями. Я еще раз, там, уважаемые друзья, представители турбизнеса, вот на местах пишут, объединяйтесь, пожалуйста. То есть объединяйтесь для продвижения своих территорий, потому что люди, мы сейчас, Михаил, я задам ваш вопрос, конечно. Вот. И возникает такая ситуация, что нужно на местах, на территориях объединяться, реализовывать программы, и вот и их сейчас активно в себе реализовывать, заманивать туристов и так далее. Поверьте, если начнет сейчас заманивать сейчас, вот сейчас уже креативно, агрессивно, с конкретикой предложений, да, что он получит, да, в том числе с экономической точки зрения, когда я вчера, во вторник мы общались с Анной Токмачевой и Мариной Бондаревой, многие вот смотрели эфир, кто нет, посмотрите, как мы с туроператорским сообществом обсуждаем ряд таких инструментов, да, для продвижения туристических продуктов регионов. Посмотрите, этот эфир есть в ленте на странице Вероники Косы в Фейсбуке. Ну вот, то есть нужно агрессивно, активно продвигать, поймите, время, вот эта линия задержки, время на принятие решений вот сейчас, да, у людей, когда есть страх, вот некого опасения, да, вот, связанный с эпидемиологической обстановкой, с деньгами, конечно, подушка уменьшилась, да, у многих и так далее. И люди, если планировали они, а я знаю таких много, они расписывали все выходные, особенно на летний период, куда им поехать там, особенно это я знаю мои московские друзья, которые вот Константин Шварцовский, я знаю, что он себе любит путешествовать, да, на автомобиле, у них все выходные были расписаны. Сначала они вот так циркули вокруг Москвы 500 километров нарисовали, потом расширили, да, и вот ездили в города, то есть и он своих детей это учил географии, истории, и многому интересного, это прекрасная история, он был у меня в гостях в Воронеже, останавливался, то вот даже знаете, при нынешних условиях многие сократят количество поездок, связанных в том числе с экономическими своими вопросами, с сокращением бюджетов, в первую очередь, да, и ну, плюс вот эти рискоопасения. Поэтому кто сейчас выиграет конкуренцию за привлечение внимания, удержит это внимание, дальше начнет уже личное общение. То есть я рекомендую многим туристическим компаниям брать пример с крупнейших международных транснациональных брендов, которые давно уже общаются от имени персон, а не брендов. А у нас многие компании продолжают и даже страницы в Фейсбуке писать просто от компании, а не от примера первого лица. Вот в данном случае хороший положительный пример, на мой взгляд, есть у нескольких компаний, да, которые продолжают от имени как персоны. И люди задают конкретные вопросы конкретному человеку, и этим самым улучшается межличностная коммуникация, в которой увязан с одной стороны потенциальный турист, а с другой стороны руководитель компании или топ-менеджер данной туристической компании, но при этом он общается как человек, и быстрее это выстраивается, эта связь укрепляется, да. Один из вот эффективных примеров у нас в студии
в проекте интервью с участниками сообщества «Пора путешествовать по России» была Алина Альшанская, да, и вот я бы хотел отметить ее взаимодействие с членами клуба такого русского путешественника, да, очень хорошее общение, которое продолжается постоянно, а в нынешних условиях еще более улучшилось. Более того, оно теперь не носит не рекламное, ее сообщения носят не рекламный характер, а разъясняющий, поясняющий и отвечающий на некоторые вопросы. Вот здесь давайте сейчас прямо перейдем мы к Раушане и Дмитрию, да, и первый вопрос от коллеги, от Михаила Михайлова из Тюмени, галереи Сибири, сувениры Сибири, галереи. Вы помните, он-то был вместе в эфире с нами, да, когда мы обсуждали магазин реализации. Михаил, мы ждем тебя, что ты присоединишься к нам к эфиру, когда мы будем в магазине сувениров, которые не как у всех, которые носят Айда. Вот мы после музея Чак-Чак, Айда, и приглашаем с нами Айда. Вот, здесь от Михаила вопрос. Можно ли уточнить, в музее статус официальный, как получить, какие преимущества он дает, тоже думаю о создании своей базе музея. Вот сразу частная или вот такая история, да? Так, теперь мы сейчас переводим экран. Давайте, да, давайте сразу сначала ответим на вопрос. Ну, я думаю, здесь еще Михаил имел в виду, потому что мы знаем, вот про Минкульт есть там реестр, да, вот этих музеев, которые имеют статус официальных музеев, где ведется научная работа, имеются музейные фонды, ну, вот как мы привыкли, да. То есть это просто вот частная история, которую вы решили, что это музей, потому что, то есть он у вас не по статусу, да, а по сути, по содержанию, по наполнению, по той миссии, которую все-таки реализует ваш музей. Я помню, это знакомство с Чак-Чаком у меня началась именно из Пастилой татарской, да, она началась именно с музея Чак-Чака, с той историей, которая вот о Рушане рассказывал, было вот настолько это вот, то есть да. Познание, да. Потому что если у вас есть какой-то там большой фонд, да, свой, не знаю, какой-то антиквар или еще какой-то наследство решили, насколько я знаю, можно свою вот эту коллекцию в государственный этот фонд ввести, и это дает какие-то плюсы, ну, я глубоко не изучала, потому что мы работаем в первую очередь с тем материальным наследием, то есть традициями, культурой татар, и поэтому вот это, скажем так, материальная составляющая такая очень вторичная. Ну и поле деятельности, наверное, больше расширено, иначе вы бы не тянули, в том числе, наверное, и по расходам, и по деятельности, это привлечение, вот, там, создания фондов, да, это дополнительные, а площади это все-таки нужны дополнительные аренды и так далее, да,
То есть люди, и самое главное, наверное, не только фонд, а именно люди, да, вот это вот такая история. Но вот я думаю, что мы частично, или вот я думаю, на вопрос Михаила ответили, да, что это не официально, не стоящие там по линии Министерства культуры, там в неких реестрах, и не получающих, соответственно, никаких денег от государства за непосредственную деятельность. То есть, Я так понимаю, что с учетом того, что музей частный появились относительно не так давно, конечно же, тут несложно говорить о каких-то там официальных, неофициальных списках. Но опять это зависит от самого функции музея, насколько вы успешны, неуспешны, потому что сейчас, ну, прямой, конечно, помощи мы пока от Минкульта какой-то там не получили, но тут точно как бы нас предпринимают как музей, у нас приглашают на какие-то мероприятия, помимо Министерства культуры, и сказать, что нас сами не считаются, так тоже нельзя. Но опять же, это ситуация частная, это далеко не сейчас на музее в Казани, но при этом сейчас уже такое мероприятие, это абсолютно индивидуально и зависит от вашего личного. чуть поближе, потому что мы на улице, коллеги. Мы на улице. Мы можем громче говорить. Мы будем говорить громче. Так лучше? Если что-то было непонятно, можем повторить или Да. сказать, что... Напишите, уважаемые коллеги, вот сейчас звук лучше. Что значит, если вы возьмете микрофон, если не слышно? У нас нет микрофонов. Да, у нас телефон. Да, мы на улице. Сейчас, я надеюсь, слышно. Вот. И давайте немного, Дим, про историю. Как все начиналось. Вот, знаешь, ведь не просто пришла идея, и вот уже много лет она реализуется. Как все началось? Вот. Началось, как всегда, с путешествий и любознательности. Надеюсь, слышно, на самом деле, да, сейчас будем говорить чуть громче. Ну, невозможно создать музей, не попутешествовав и не побыв самим, ну, туристом. То есть туристам и посмотреть здесь скорее не у кого-то, как это делать, а скорее мы брали плохие примеры, как не нужно делать. То есть масса того, что не нужно делать, и все это пытались не повторять в нашем музее. То есть путешествуя по нашей стране, по загранице, побывав в каких-то тоже частных и государственных музеях, мы брали что-то самое лучшее, брали как раз всем на заметку самое худшее, что нельзя ни в коем случае делать, кому никогда интересно не будет. Ну вот, с этого и началось, наверное, некая задумка о том, что в Казани нужен тоже такой же живой музей. Вот, где люди будут непосредственно проживать с вами такую вот жизнь. И давай говори. Да, но здесь еще важно понимать, что мы такие все время двигаемся, да, и тоже путешествуем. Мы друзья у нас такие же, они приезжали в Казань. И у них тоже вот был этот запрос на то, чтобы посмотреть, поглубже узнать культуру татар. Сейчас лучше слышно, нет? Да, дайте обратную связь, пожалуйста. Сейчас мы переместимся в дом. Давай, Поставьте там плюсики, сердечки, все больше не ставят, если слышно. Почему именно выбор пал вот на этот объект, куда мы сейчас отправим? да. Да, сказали, что стало получше, спасибо. Этот объект, в принципе, как бы не выбрали изначально именно его, но было понятно, что это должен быть настоящий татарский дом, жилой дом. Потому что поступали к нам предложения там в каком-то торговом центре сделать типа татарский дом, внутри мы вам обошьем деревом, мы вам там поставим сундуки. Но это все не то, важна среда, важен контекст. Да, потому что место тоже имеет силу. То есть сейчас, если мы находимся в старой татарской слободе, а Камилу Серединова не слышно. Но пошлите переместимся в дом. Давайте в дом пойдем, правда. Может быть, все-таки вот телефон странный, конечно. Мы направляемся в дом, непосредственно на территории музея, и я думаю, что там в помещении, наверное, будет лучше слышно. Вот следуем за...
Блин. Да. И начинается все, вернее, все заканчивается сладким. Ну да, и начинается, и заканчивается все сладким. Здесь слышно, господа, дамы, интересующиеся. Дайте обратную связь, все ли хорошо сейчас со звуком. Ага, говорят, что давайте наушники ставим, а у нас гнездо такого нет. Ну, в общем, действительно, все, весь наш музей начинается с лавки. Вот такого замечательного входа и колокольчика. И человек, попадающий сюда, соответственно, вот, это наша лавка, которая действительно сделана на заказ. Мы ей очень сильно гордимся. Она появилась у нас совсем недавно. Какой-то шум. Вот, такой вот. Да, постоянный шум какой-то. Угу. Что? Так, а сейчас должно быть совсем хорошо, потому что мы подключили микрофон. Дайте обратную связь, пожалуйста, чтобы было все слышно. Вот, стало хорошо, говорю. О, вообще Все отлично. отлично. Поехали. Все, давай, Раф. Ну да, значит, вот эта наводка. А что, ты, у тебя микрофон, ты и говори. Ну давайте тогда от лавки пойдем сразу туда в музей и поговорим о чем. О чем мы будем в говорить? лавке уже закрой. И вообще, в принципе, Проведи, вот пошли. покажи, что и как у тебя. Это больше вот. Да я сюда буду говорить. Так, давайте лавку. В общем, человек, когда попадает к нам в музей, он сначала попадает в лавку. Вот здесь на этом стуле обычно у нас сидит администратор. Нет, ну как это, хозяйка лавки мы их называем. Вот, нет там экскурсоводов, у нас нет администраторов, продавцов. Мы как бы стараемся называть там хозяйка музея, хозяйка лавки. И тут у нас есть вкусности наши, например, там чак-чак, чай, пастила наша татарская. И когда мы участвуем в конкурсе «Туристический сувенир», то есть вот тут два наших гран-при полученных, они у нас тут в лавке стоят. И когда мы получаем какие-то призы, мы их на упаковке отмечаем. И как видите, мы тут это с турсувениром очень все хорошо у нас. Вот, есть у нас такая вот пастила, очень вкусная и красивая. То есть это наше ноу-хау, которое находится в процессе патентования. То есть мы это дело патентуем. То есть мы соединили татарские традиции, татарский, собственно, орнамент и традицию украшать чак-чак красивой узорной татарской тоненькой пастилой. Возникает иногда вопрос, чем татарские пастилы отличаются от русских, например. И на него еще много лет назад ответил Аксаков в своей книге, то, что татарские пастилы, они тонкие и кислые, как правило, то есть татары не добавляют сахар, а русские пастилы, они толстые и сладкие. И тут вот у нас много дизайнов пастилы, по сути их 4, но из-за того, что пастила все время разная, получается вот так вот. Обычно высокий туристический сезон, ее увидеть в лавке сложно, потому что все раскупают. Есть еще наша красивая такая чашка, чайная пара, тоже участник турсувенира как идея. Чай, мед, глиняная посуда тематическая в тему булгарского календаря. Тут у нас шоколадный чак-чак есть, баурсак, лапша. И вот есть здесь уже, как мы говорим, невкусности, то есть несъедобности, уже такие, как посуда, красивые наши кружки, ложки, которые тоже, как всегда, имеют отношение к чак-чаку, сумки-шоперы сейчас в моде.
И вот то, что больше всего, что любят девочки, это не бриллианты, правда, но красивые татарские наши украшения. Некоторые из них просто стилизация, да, то есть мы их адаптировали, чтобы вы понимали. Вот, например, размер накосника, он вплетался в косу. Оригинальный изначально в 19 веке они были в 2-3 раза больше, то есть они вот такие были. Понятное дело, что сейчас в контексте костюма и того, что люди носят, это будет неуместно, тяжело и неудобно, поэтому мы это все стараемся адаптировать. Вот здесь у нас лавка книжная получается. Это единственное то, что мы не производим сами, то, что можно найти еще где-то, кроме как у нас. Но надо сказать, что у нас очень небольшая наценка на книги, поэтому даже экскурсоводы очень любят покупать книжки у нас. Даже вот Геннадий Васильевич у нас тут прикупил для своей библиотеки Карла Фукса. Вот его сейчас нету здесь у нас. Здесь у нас всякие блокноты тоже с нашим дизайном. Все это, не очень люблю слово уникальное, но в данном случае оно уникальное. И вот тема с магнитиками. Мы, если честно, очень не любим магнитики обычно, да, потому что это типичный какой-то вид города, меняется только там фотографии, там название города, а все они одинаковые. И поэтому, когда мы задумали магниты, мы, в общем-то, тогда, я сама еще не рисовала, дизайнеры поставили задачу сделать их какими-то классными, прикольными. И вот у нас есть фирменные фразы, типа «в Казани был щей, пил, щак, ел», то есть там, где мы че на щей меняем. Вот такие вот она сделала прикольные магниты. И есть фраза еще, что татарин может не поесть, а чай попьет обязательно. И как признаются наши покупатели, они тоже говорят, что мы обычно никогда не покупаем магниты, но это вот единственный магнит, который есть на нашем холодильнике, это из музея Чак-Чака, собственно, магнитики. Здесь у нас есть фартуки красивые татарские. Сначала мы их для себя шили, а потом гости говорят, что мы тоже такие хотим. И вот тема открыток тоже очень любимая нами и Геннадием Васильевичем. Они тоже все такие, кроме вот старинных, все уникальные, тоже с нашим дизайном. И что немаловажно, их можно тут не только купить, но еще и пойти вот сюда и отправить. То есть мы выдаем туристам марки, сюда можно закинуть свою открытку, и она полетит, собственно, по всему миру. Правда, за Почту России мы не ручаемся, но в целом обычно все доходит хорошо. А эта карта вообще тут с великим чайным путем. Вот это вот красная, да. Вот. И многие спрашивают, что же это за булавочки такие. Это булавочки, которые примерно за 3 года поставили туристы из разных стран. То есть вот где эти булавки, собственно, оттуда эти люди приехали, включая вот там Гавайи. И сколько стран? Да, практически, да все практически, да. Африка тут, конечно, такая одна из самых бедных, один из самых бедных континентов, а тут вот даже у нас Новая Зеландия, в общем, как бы все тут. Давайте чайную историю быстренько покажем, да? Здесь у нас чайная история, мы ее называем. Просто у нас очень много кофеин, и нет практически чая, если есть, то они какие-то китайские, в смысле на китайскую тему, а нам самим, нашим туристам это, как правило, очень не хватает. Именно местные, локал, да, такая тема, что как здесь, что было с чаепитием, что люди пили. Вот. Понятное дело, что у нас так же, как, в смысле, у нас у татар так же, как и у русских, очень в почете самовары. И вот здесь вот люди могут попить этот чай, могут подождать свою экскурсию в музей. Да, это помещение 200-летней давности, ему больше 200 лет. Здесь у нас проходят мероприятия, приходят музыканты, играют на пианино, там, на гитарах. Да, у нас тут вот Дима периодически играет, когда ждет что-нибудь. Молодец. Вот, тут вопрос. Вот, кстати, у нас в музее, как мы раньше говорили, что нет абсолютно ничего за стеклом. Но у нас не так давно появился... У нас 2 предмета за стеклом. 2. Вот, и один из них это вот этот вот. Это нам подарил президент. Президенту подарили, в свою очередь, Центр поддержки... вот.
Центр поддержки экспорта в Татарстане. Вот у нас «Мой бизнес» этот проект, как его называют, в общем. Ну, мой бизнес, да. Да, они запустили чак-чак в стратосферу. Ну, с таким контекстом, что, типа, если мы можем запустить чак-чак в космос, то мы можем запустить его куда угодно. Вот. И он, собственно, хранится у нас, так что вы можете увидеть этот космический чак-чак, в принципе, даже не посещая сам музей наверху, так что вот, welcome. Надо отправить в Роскосмос, чтобы включили в питание космонавтов. Да. И по витринам. Вот сколько у вас примерно чаев? Вот, кстати, у нас очень интересно, то, что вот чаи, которые есть, мы собрали чаи, рецепты чаев с разных районов Татарстана, пока их раз, два, три, четыре, пять, семь. Не все они продаются у нас, потому что не все там можно пока упаковать, мы там думаем. И помимо этого есть еще вот такие общие там чаи, а-ля там турецкие и прочие разные, потому что, ну, тоже как бы людям интересно попробовать, что где как. Вот тут еще вопрос, упаковку сами разрабатываете или заказываете, то тут... Давай, скажи. Но на самом деле вот карта чаев, она у нас примерно такая, и здесь традиционно 25 штук. То есть 25 традиционных таких рецептов, которые мы собрали и можем предложить. То есть мы готовим часть уже на нашем на аутсорсе предприятия, а часть мы готовим и смешиваем по вкусу, по желанию прямо наших здесь. гостей прямо здесь. Вот, но более того, то есть создав просто вот такую чайную карту, которую мы предлагаем, да, у нас изначально была вот такие вот книги. Вот они на самом деле Мне очень больше толстые. нравятся вот эти книги, потому что здесь можно прочитать историю о каждом чае, да, в том числе не просто там состав, там, ну, как он появился и так далее, но и такие вот забавные именно легенды, мифы. Поэтому мне больше нравится вот специально. Ну, мы как делаем? Посмотреть. Мы даем сначала Ну да, вот этот на упрощенный выбор, а вариант, когда человек идет пока уже они садиться, ждут, да. есть возможность более прочитать, что же они выбрали, чему он способствует. Да. Для мужчин одна история, для женщин другая. Плюс Именно. можно прочитать и купить потом. Вот эта история чая, как вот там, вот прекрасная там легенда о том, почему ягода малины имеет красный цвет. Но это же здорово, да, купив, привезти, кому-то даришь этот чай или пригласил на чаепитие в гости и вот эту легенду, историю рассказываешь. Это же прекрасно. И мы, кстати, еще стараемся, Очень да. хорошая вот Стараемся еще и история. посуду, например, использовать подходящую. То есть, если человек у нас заказывает турецкий чай, то мы подаем его в турецких армудах. И вот на вопрос про упаковку, давайте мы пока пойдем потихонечку наверх. Да, да. Смотрите, по упаковке у нас как? Мы вообще, когда только задумали музей, еще до того, как мы нашли помещение, мы уже... То есть у меня бывший коллега, он как раз открывал свое дизайн-агентство, сейчас это брендинговое агентство у него. Мы дали им задание на то, чтобы сделать нам идентику, да, то есть они нам разработали логотип, разработали, собственно, вот это с пчелками, все такое, разработали упаковку вот эту вот для чак-чака. И узоры, которые можно встретить вот здесь сбоку, например, на меде. Ну, то есть такую основу нам создали. Тогда для нас это были какие-то неподъемные, огромные 40 тысяч рублей. Мы договорились, что мы сделаем это на, ну, как бы в рассрочку, все такое. То есть это вопрос всегда диалога, да, какого-то. А потом, собственно, мы стали делать уже этот дизайн, адаптировать под собственные нужды. То есть как бы мне пришлось там осваивать CorelDRAW, иллюстраторы, и потихонечку, ну, потому что уже обращаться к ним становилось все дороже и дороже, потому что ребята стали все круче и круче, в частности, они делают сейчас дизайны там для, например, Юлии Высоцкой, для Акульчева, да, то есть это такие очень крутые бренды, и сейчас за те 40 тысяч рублей, которые мы там делали, у них там 7 лет назад, когда начинали, сейчас у них, я не знаю даже, что можно сделать, там, может, какую-то одну упаковку, если у вас есть готовый дизайн, может быть, что-то сделают. И вот мы с вами попали тут в зону ожидания, как мы ее называем. Здесь обычно гости ждут, когда же начнется экскурсия. И вот в самом начале, кстати, мы забыли сказать, у нас вообще в музее 2 входа. Вход на мужскую половину, вход
вход на женскую половину. Вот это у нас вход на мужскую половину, то есть по дизайну они у нас пока никак не отличаются. Но, в общем, здесь можно приятно посидеть, вот так вот попозировать, пофотографироваться. Вот пока, в общем, эта вся ситуация была, мы ремонт немножко сделали. Вот тут у нас есть, например, ручки, которые нам подарил наш друг из Хвалынска. Вот, ручки из древнего города Бурса, куплены на блошином рынке там. В общем, мы очень любим такие приятные исторические подарки со смыслом. Надеюсь, они скоро будут на наших новых дверях. И вот, собственно, у нас музей. Это традиционный татарский дом. То есть такая изначально у нас концепция, собственно, и была. Здесь вот люди могут помыть руки. Ну, все как обязательно. положено в условиях, тем более это... Коронавируса. Да, эпидемиологической обстановки. Видите, даже в те времена все начиналось с помыть руки и дальше перемещаться. И вот, кстати, интересный момент. Вот, собственно, когда остановилось время в туристическом бизнесе. Примечательно. 27 марта. Так, сюда у нас люди проходят, чтобы уже, то есть вот у нас экскурсия разделена на две части. Собственно, здесь вот начинается первая, где мы рассказываем про продукты. Вот сказали, что мы можем зайти на кухню. Здесь у нас проходят мастер-классы. Здравствуйте. Вот такие у нас наши прекрасные хозяюшки учат туристов наших, не только туристов, кстати, местные тоже иногда приходят, учат готовить классный чак-чак. Кстати, особенно приятно, когда люди потом приезжают домой, готовят чак-чак, учат своих друзей и знакомых, а потом хвалятся своими результатами. Это у нас Алина. Вот, ну, как бы, чтобы вы понимали, кстати, про татарский костюм, чем он отличался от русского, да, если в конце 19-го, начале 20 века, то, если честно, особо ничем. Но вот очень примечательно этот головной убор у Алины на голове. Это калфак, татарский калфак, расшитый бисером. И вот те самые чулпы, это накосники, которые вот так вплетались, весело звенели. Кстати, говорили в 19 веке, что татарку сначала слышно, а потом только видно. И самый главный сувенир для женщины. Скалка – главное орудие татарки. Да, это точно. В общем, у нас тут уютно. Единственное, что есть ограничения. Мы обычно до 6 человек, это такой прям потолок, потому что физически не поместится. И плюс мы еще все-таки решили, что мы детей тут не будем пускать на мастер-классы, потому что это острые ножи, это кипящее масло. То есть, я понимаю, что может и взрослый, конечно, не каждый быть супер аккуратным. Все-таки тут ответственность очень большая. Да. Так что могут взрослые прийти, научиться, а потом уже передавать свои знания другим своим детям, знакомым и так далее. Вот эту вот красоту, кстати, тоже наша одна из сотрудниц расписывала, Аида, если вдруг увидит, привет ей большой. В общем, все у нас... Есть для участников мастер-класса вот такой вот чак-чак, кстати, да, я говорила. Фартуки. Сейчас я покажу вам специальные фартуки. В одном из них была Жанна Бадоева, когда снимала у нас свою передачу «Орел и решка». И помните, я говорила, что узорная вот эта татарская пастила, ей украшали чак-чак орешками, пастилой. Собственно, и такая вот красота. Так что, если будете готовить чак-чак, покупайте у нас узорную пастилу, и все у вас получится. Проходите мастер-класс. В общем, ведь полный комплект. Конечно, надо сначала мастер-класс, надо научиться. Сюда мы дошли. Здесь у нас очень много сундуков. И у нас очень такие гости любят все время что-то придумывать интересное. То есть, например, они придумали, что вот кто на этом сундуке посидит, станет богаче. И вы знаете, это работает. Но вот этом, да. Я так понимаю, нам надо с него не слезать. И туристы в том году были у нас, в этом году вернулись и сказали, что, в смысле еще до кризиса, понятное дело, что работает. Так что приезжайте, сидите. Надо за него, за то, что сел отдельно. Еще мы тут поставили казан. И опять же, те же самые наши прекрасные туристы придумали бросать туда денег. Денег сейчас здесь нет, потому что мы тут решили посчитать их. Это года за 2 примерно набралось. Мы тут посчитали 1800 рублей. И среди этих денег есть еще иностранные, какие-то даже пластиковые деньги. В общем, тут есть тенге. Нет, они по-моему. Есть тут тенге, швейцарские даже какие-то монеты из Саудовской Аравии.
Вот такая вот красота. Вот. И продолжая про упаковку, кстати, могу сказать, что то есть первая часть, которая именно музейная, она была создана нашими товарищами с Pen Brain, да, это Дмитрий Жалдак, мой бывший коллега, как я говорила. Сейчас мы создаем уже сами, вот, то есть, например, те же самые вот эти вот чашечки, это полностью мой дизайн, полгода рисовала, по изразцам 13-14 веков. Вот как раз. Вот, да. То есть здесь вот выставлена вся наша, основная наша линейка, такие эти передовые наши, самые популярные. То есть А это формат куштанач. Это вот белое, это инь-ян, Шоколад, день-ночь, да, день-ночь, да. Шоколад, кстати, очень сезонная тема, летом его обычно не бывает, так что торопитесь. Если что, у нас есть интернет-магазин, можно купить. Ну, вот это И вот очень смотрите, мы интересная придумали, история да, с вот гостинцем. вариант куштанач, потому что для некоторых вот этот был большой, а хочется привезти всем все и сразу. И поэтому есть в татарском языке такое слово, как куштанач. Это, собственно, гостиниц. То есть это то, с чем люди приходят в гости, и то, собственно, с чем они оттуда могут уйти. И тут вот, как бы, пока я показала история, его написано на 3 языках. Если люди готовят у нас тут чак-чак, они могут забрать его вот тоже, собственно, либо в такой коробочке, либо если, например, там вы приехали, заказывали на целую группу, но кто-то не смог приехать, то есть мы его долю, его порцию можем передать ему вот в таком вот красивом, заботливо упакованном варианте. Вот, мы специально искали долго способ упаковки. Мы очень любим на эту тему заморачиваться. Вот, и здесь вы видите традиционный татарский дом. Собственно, отличает его, наверное, если мы сравниваем с русским, то это достаточно большое количество всяких разных, в общем, текстиля, да, очень много всего из ткани сделанного. И самое главное, это вот эта вот мебель, да, посередине. Это такие, как у русских есть палати, да, у нас это сяке называется, оно могло быть шире, да, настолько, чтобы человек мог лечь поперек. И это очень удобная штука, потому что вниз под него можно сложить, вот если честно, больше, чем, наверное, на наши балконы влезает всякого добра. Наверху вот за такими столиками, которые называются табын, ели, пили, читали, вышивали. Вот, кстати, по поводу вышивки, вот эту вышивку я вышивала. Это, кстати, второй экспонат, который у нас за стеклом, это вот эта вышивка. Я ее вышивала 5 лет. То есть не так, чтобы я прям не покладая рук, 5 лет вышивала. И вот как бы к 5-му дню рождения музея мы его закончили, решили поместить под стекло, чтобы как-то лучше сохранился. Это, кстати, в 19 веке тоже так делали, так что с традициями у нас тут все норм. Здесь больше рукоделия, да? Да, даже в домах, которые выглядели в остальной части очень современно, вот именно вот эта такая жилая часть, женская половина, она была вот такая вот саке, с сундуками, с большим количеством подушек, с большим количеством ковров. И нам очень приятно, когда приходят, например, старшее поколение или люди, которые, провели в татарских домах, такое свое детство или еще как-то, они приходят и вот прям со слезами на глазах потом приводят детей, показывают, да, что вот так жили ваши предки, потому что для нас такое самое... Не когда приходит какой-нибудь музейный сотрудник и говорит, у вас тут все там аутентично, не аутентично, а когда приходят, как бы такие настоящие татары, да, скажем так, татары, и говорят, что у вас тут более все как у Аби, да, как у бабушки дома, и это вот для нас самый ценный отзыв, потому что я ориентировалась на свой опыт, как Дима все время мне говорит, когда я сомневаюсь, что там, так татарки делали или нет, он говорит, ты же татарка, значит, все нормально. Вот у нас тут такой уголок, немножко рукодельный. Здесь вот проходит дегустация. Татарские костюмы. Да, здесь проходит дегустация. Последняя, я опять похвалюсь своей вышивкой. Вот это вот татарское полотенце. Собственно, я планирую сейчас тоже развивать эту тему. Это тоже тема для турсувенира, очень даже прекрасная. Это вот татарские колфаки, то есть вы, чтобы видели размеры, понимали. Это вот примерно как у Алины вы видели на голове. Вот такой маленький, а были они такие достаточно большие. То есть в развернутом они вот большие, да, вот такие? Это как бы более такой старый, то есть чем со временем он уменьшался. Но этот уже вот такой вот
цивильный, скажем так, Да. осовремененный для девушки выйти вот, ну, как бы по сравнению с этим, ну, как бы, да, это же Да. красиво, в принципе. Ну и вот, Как например, шляпка более-менее уже, да, приближенные накосники, да, то есть вот у них на конце, как правило, были вот рубль, да, то есть как кто видел, как выглядит рубль российский, да, то есть можете представить, если вот такую тяжесть, и это еще не самый большой накосник, да, как тяжело было их носить, ну, мода. И вот эти две девушки, это внучки купца Бегаева, того самого купца, который построил этот дом, То есть дом в чьем доме Бегаева, мы сейчас да. находимся? Сколько дому? Ну, 200 лет начала 19 века, по идее, это. Не, ну это нет, Нет, это, ну это это все понятно, современно, это то есть уже- сохранилась только нижняя часть, где вот мы были, Вот были с вами в чайная, чайной, где- да, а здесь, ну, как бы вот, к сожалению, дом горел, и, ну, в общем-то, все заново, тут второй этаж весь перестраивали. Да, и здесь проходит, собственно, у нас чаепитие, и для нас очень важно вот эта вот аутентичность, в том числе мы как бы поэтому, наверное, не запускаем этот музей в том варианте, в котором есть сейчас ограничения по 5 человек. Вот, собственно, наша чайная пара, она такая очень туристическая, но не навязчивая, как мне кажется. Видите, то есть вроде как бы есть весь этот узор, но когда ты пьешь чай, ну так вроде этого всего и не видно, и так пьешь чай, и видишь красоту, вспоминаешь Казань. Ну так вот, пока есть ограничения на то, чтобы люди могли есть и пить в общественных пространствах, то как бы тема с дегустациями у нас тоже пока как бы в подвешенном таком Но состоянии. в итоге не полный до конца эффект. Да, То есть да. вы рассказываете про чак-чак замечательный, пастилу, показываете, люди хотят, а потом вы говорят, нет, увы, да, там они вынуждены купить, но все равно это же вот дегустационное, это продолжение. Да, Помните, есть дорогие такое друзья, выражение, вот то, что да. говорит, предложение рождает спрос. Вы его дали попробовать, я помню, первый раз, когда попробовали, особенно пастила вот это с чаем, да, как вот сначала туда, потом заворачивали орешка, да, попробовали, думаешь, все, где лавка, да, спешим быстрее покупать. То есть вы в данном случае, то есть не до конца будет работать эффективно. Ну вот получается же есть такая восточная мудрость, что сколько ни говори халва, а во рту Да, слаще не слаще не станет. будет. Поэтому мы, собственно, тут у нас не просто дегустация, мы прям про каждую сладость, одна из них восстановлена по старинным рецептам, она утрачена, и можно ее попробовать только здесь. Поэтому, как Это о говорится, чем речь? welcome. Это как тоже. Как тоже. Да. А ты скажи, вот еще раз, вот самое главное, вот сколько цена? Цена Куштанач 200. Куштанач. То есть, вот понимаете, да, то есть это вот интересно, особенно можно выходить Мне на кажется, улицу, надо пробовать, протереть. да, нести, оно хорошо будет работать, это вот, более того, можно сразу купить несколько штук вместо чем Да, один. да. И всем приехать, сразу. И всем, так сказать, раздать. Вот вам подарки из Татарстана, да, там вот я привез. Ну, у нас сейчас те туристы, которые в нас влюбились, а таких много, они заказывают у нас через интернет-магазины. Вот спасибо тем, кто уже там уже не первый раз. То есть после того, как мы его запустили, наконец, тот же коронавирус наконец заставил меня взять в руки и доделать сайт. Я его сама сделала, но говорят, что получилось классно, потому что, оказывается, это тоже не дешевое удовольствие, если кому-то заказывать. Вот. Как-то так, в общем, у нас в музее. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы, то... Ну, без туристов, без наших гостей, без чая, без чак-чака тут немножко пустовато, но, тем не менее, очень уютно, и мы это любим. Сколько по времени, вот давай напомним, да, вот у вас стандартная группа, стандартное количество человек и стандартное время на экскурсию. У нас вообще экскурсия идет 1 час, причем это честный час, потому что иногда ты приходишь куда-то, а у тебя там экскурсия 45 минут, а 15 минут такое, ну, непонятно на что, на прийти, на уйти. Поэтому мы, да, полчаса между экскурсиями берем, чтобы люди могли прийти и уйти, разойтись спокойно. Вот, час. И, соответственно, у нас тут группа, если она такая наборная, то есть там 3 туриста оттуда, 2 туриста отсюда, там 10 оттуда, то мы до 25 человек берем, если это группа такая, которая целый день в автобусе ездила, они уже такие протерлись друг к другу, им уже комфортно рядом с друг другом, то это где-то человек 35, это оптимально, да, потому что для нас все-таки очень важно, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Вот. По стоимости у нас билет стоит где-то от 400 до 500 рублей, это, ну, как раз вот с этой программой часовой, 4 у нас есть
4 программы по сезонам, они у нас прям весна, лето, зима, осень. Это про булгарскую мифологию, про татарский костюм как раз, про татарское купечество и про, ну, собственно, про традиции, про татарское гостеприимство. Вот, поэтому некоторые вот специально приезжают к нам, я вот сама попадала несколько раз на туристов, которые приезжают, мы специально приехали к вам на вот такую-то программу. Есть такие туристы, которые возвращаются к нам уже в 6-7 раз, это прям очень приятно. Вот, и многие уже приезжают сюда вот прям буквально как к своим друзьям, как к себе домой. И некоторые вот прям вот только говорят, мы вот только с поезда и сразу к вам. Но единственное, что, конечно, высокий сезон, это прям, ну, нужно записываться лучше заранее, потому что у нас один из самых негативных отзывов, это то, что люди к нам не смогли попасть, они за это ставят двойки на TripAdvisor, на Яндекс.Отзывах, но... Ну да, я с этим также мы сталкивались, вспомнил, сколько мы раз приезжали, да, это вот сейчас, давненько мы не гуляли, мы были год назад, с попали на экскурсии, и то вы, так сказать, нас пустили к группе, которая уже была сформирована, да, потому что все время, и да, я сталкивался с тем, что даже мои друзья там по соцсетям пишут, ой, то а никто группу вот не записался, мы не попадаем и так далее. Но, друзья, планируйте заранее. Да, вот этот вопрос Это про билет важно. я сказала, от 400 до 500 рублей, мастер-класс, соответственно, у нас в 2 раза дороже, это 1000 рублей, ну, от 800 до 1000 рублей, это зависит от того, что там выходной, либо будний Но это день. отдельно от экскурсии. Вот мастер-класс, Да, некоторые, это отдельная программа. некоторые, особенно она иностранцы, они самостоятельная. любят взять сначала, например, мастер-класс, а потом, ну, или наоборот как-то, да, потому что им интересно. Хотя мы и там, конечно, что-то рассказываем. И вот еще интересно то, что люди, когда приходят к нам, иногда это люди, которые вообще не ходят по музеям, да, то есть мы вот эту аудиторию так это хорошо цепляем, потому что у нас, ну, как бы не такой подход, как у многих, но это тоже нормально, то есть академические музеи тоже нужны, как бы это не значит, что все должны там, ну, как бы превращаться в что-то типа нас. Вот, и в то же время те люди, которые ходят по, скажем так, таким академическим музеям, назовем их так, они приходят сюда и говорят, что у меня теперь картинка сложилась, потому что получается так, что вот там мы как бы теорию, вот нам все, а вот здесь вот мы на практике, да, потому что, как сказал опять же один из наших туристов, то есть вот он посидел на каком-нибудь вот таком вот сундуке, да, которому там 200 лет, и вот эти ощущения никак невозможно ни на какой табличке описать, да, что ну вот сундуку 200 лет, а когда ты его, как говорится, там попой почувствовал, да, что ты сидишь на сундуке, которому там 200 лет или еще что-то, да, это прям... рассказать про него байку-легенду, да, там, что сбудется и так далее, но я помню вот свои первые, да, и я всегда говорю, на чем, мне кажется, еще дополнительно выигрываете вот прям с самого начала экскурсионной программы, это когда, вот видите, коллеги, Ой, да, кстати. разулись. Я снял татарские туфли, в которых я специально прилетел. Я их отдельно вам, кто не видел, вы можете видеть на фотографии, да. Но потому что сразу сказали, мы разуваемся вот там на входе, потому что мы идем в гости в татарскую семью. Понимаешь? То есть вот это вот посыл, да, вот некий, что мы идем в гости, поэтому мы должны поступать вот как принято, да. Оно сразу не на обувь одеваем, как, знаешь, там в музеях, да, привыкли, а вот разулись, то ты чувствуешь, вот ногам как бы стало хорошо, свободно, да, и тебе сказали, мы идем в гости, и ты идешь и погружаешься именно в гости, и оно становится неформализованной экскурсией, как будто мы реально пришли, а плюс ваши сотрудники, кто проводит, это очаровательные девушки, да, они в национальных костюмах, и ты понимаешь, то есть вот ты реально к нему пришел в гости. Но это вот как раз погружение. И это вот оно работает, опять же, предложение рождает спрос. Вы даете, вы просто рассказываете историю татарской семьи. Ну, еще плюс я понимаю, что, ну, вот, опять же, некоторые говорят, а зачем у вас так все сложно? А сделайте бахилы, а зачем вам посуду? Сделайте одноразовую посуду. Ну, то есть это такое вот, это все же не настоящее становится. Еще я, как турист, сама тоже понимаю, что когда ты целый день где-то ходишь, это за такое счастье где-то посидеть, снять обувь, и чтобы тебе еще при этом что-то интересное рассказали, еще и чаем напоили, и вкусняшками угостили, и как бы это все вот прям, я считаю, что это вообще мечта туриста. Потому что вот это вот и есть
дух места, да, вот его вот энергетика, она вот в такой неформальной передается. Я считаю, что вот Михаил там для Тюмени, да, там мы с тобой обсуждали это в Тюмени, вот у тебя прекрасная там галерея, да, там вот тоже я должен приходить, и так я и чувствовал себя, мы с тобой сколько обсуждали, как бы ты пришел в гости к легендам, да, вот к части Сибири, ты ее хочешь как можно больше узнать и с собой еще и увезти, да, как сувениры. А здесь, конечно, ты хочешь узнать, а почему скалка, да в честь чего, да, а как, а еще я никогда не забуду историю, которую рассказывали про Чак-Чак, да, я и слышал здесь, что собирались вот старые татарки, да, там, и как бы они осматривают с помощью, кто лучше сделает Чак-Чак, как бы, не знаю, это правда, нет, легенда, история, но потрясающая. И вот молодые девушки готовили, а они себе подыскивали, как это, сноху. Да, да. Вот. То есть, понимаешь, то есть получается такое блюдо, да, которое готовилось, вот этот изысканный десерт, да, сладости, а по нему и смотрели, какая она, да, рука, хорошо ли, ага, сыну моему хорошая будет жена. Это же вот через такие истории ты быстрее запоминаешь и быстрее их реализуешь. Мы сейчас, кстати, хотим запустить, то есть мы вот в этот, собственно, в рамках гранта будем снимать ряд мастер-классов и рецепты и так далее. Мы хотим запустить такой некую курс молодой татарки. Там будут, собственно, входить мастер-классы по там вышивке, не знаю, ткачеству, в общем, всему, что, по идее, надо для татарки, Вышивка, да, чтобы она могла там вот качество. вышить как-то, да, там приготовить, да, то, что связано с хозяйством, не знаю, там, может быть, мы будем обучать там, соответственно, изготовлению украшений, да, каким, ну, то, что мы умеем. Ну, То есть, как бы, рукоделие и кухня там будут. Как было вот раньше и на Руси, и, наверное, и у вас это было, да, здесь готовить приданное, да, то есть она должна была перед тем, как выйти, там было же целое специальное, там 40 этого, кажется, я не помню точно, вот эти переселения нужно было сделать. Ну а почему и нет, да, прийти, научиться, да, вот курс молодой татарки, там. Тот же колфак шить, то есть это будет отдельными мастер-классами, это можно будет опционально, но тем не менее интерес есть, по крайней мере, по тамбурной вышивке. Мне очень часто как бы там задают вопросы, как, а что, а что, почему. И вот мы сейчас хотим совместно с Алексеем Кокуриным снять отдельный мастер-класс, и, может быть, даже целый курс запустим по вышивке, по тамбурной. Не, ну это очень интересная история, потому что это реально позволяет что-то использовать вот для интерьера, да, там, для себя, и в итоге это нестандартный, может быть, подход к интерьеру своей квартиры, да, там, потому что это интересно. В том числе что-то можно использовать как элемент украшения, да, там, одежды, правильно? Это очень Ну, мы здорово, постараемся, конечно, подумать, адаптировать, и в этом плане очень вдохновляют, например, те же шведы, да, там, Икея, и кто был в Финляндии, видели, наверное, как они очень стильно, аккуратно умеют работать с наследием, да, с декоративным прикладным искусством. Ну, да, это такая больная тема ремесел и традиций. больная тема, но с ней нужно работать, потому что вот, чтобы дальше некие основные элементы национального колорита, выраженные через узоры, да, через вот росписи, чтобы они и дальше продолжали жить. Хорошая фраза есть. Нужно осовременивать. Да, вот это очень хорошая фраза, я ее недавно в сторис выкладывала, что традиции — это передача огня, а не пепла. И это Да, вот конечно. прям очень в точку, потому что... А чтобы оно было подхвачено, да, даже как огонь, Да, и другие да. его поддерживали, Жить. подбрасывали, так сказать, дровишки в это, да, не в принудительном порядке, они должны как раз в том числе в одежде проявляться молодежи, да, там, которая стильно может выйти и сказать, вот видите, там, более того, это подчеркивает не только национальность, это дополнительное. Это же связь с корнями, это родное, Да, все равно, и ну плюс, как-то уместно. чтобы не походить друг на друга, да, потому что все мы сейчас огромное количество тех же брендов одежды, да, магазинов, они по всей России под одной маркой, да, чтобы не было вот этого повторения. А через вот национальный, но однозначно это, конечно, должен быть, то есть не музейный, не концертный,
Это как вот, знаешь, мы проводили сколько, наш фонд, там 8 лет, конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды, да, экзерсис. И вот мы его проводили в номинациях пret-а-порте, да, вот, то есть несколько номинаций, но это пret-а-порте. Это одежда, вот, грубо говоря, с подиума должна быть в производство, да, запускаться, чтобы люди это носили. Это невысокая мода. То есть в данном случае, вот если провести такую аналогию, наверное, вот эти все-таки народные вот эти традиции и так далее, да, это все-таки вот такой театральный, музейный, высокая мода, да, но не для современной жизни. Я не уверен, что многие даже девушки там Татарстана, да, вот, ну, просто взяли бы и ходили бы, то есть большинство. А для того, чтобы они ходили, нужно грамотно, правильно стилизовать, и чтобы это продвигалось. Потому что я считаю, это очень здорово. Как некоторые даже сейчас, вот, тверские рубахи, вот они подарили, вот эту рубаха, да, покрой. Здесь вот аккуратный узор, здесь, и ты уже по-другому, то есть ты не в каком-то, вот как мы привыкли, да, там, типа сказать, лубок, да, там вышел, какой-то. Нет, это стильно просто уже. И я считаю, у вас это получится. Ну, просто в советское время я считаю, что эти традиции были, конечно, утрачены, очень многие, да, где-то, я думаю, что даже сознательно, и поэтому наша задача общая, это все. Потому что стояла задача в том числе, чтобы мы были все Одинаковые, все равны. Одинаковые, помним и историю и синих школьных костюмов, да, и школьной формы, оно вот нас приучало, но все-таки, то есть слово «я» как бы убираем, да, мы, общность, советский народ, и вот эти изделия, они все-таки именно были театральные, для этого ходили мы в театры, на концерты, да, народные коллективы, то есть через них мы должны были смотреть на эти традиции, но многие традиции, они в том числе, ну, пытались их не использовать, народ их как бы использовал, но они не популяризировались, да, там, потому что, ну, идеология была немножко другой, а сейчас вот это берется, и то, что вот вы делаете те же украшения, да, стилизованные, которые можно, потому что тот же надкостник настоящий, ну, извините, это ей надо, какой там бренд там рекламирует шампуни для укрепления волос, там, лошадиный консилер, да, там. Ну, мы шутим, конечно, на тему того, что зато так волосы росли быстрее. Не, ну это понимаю, но все равно это есть определенные эти. Так, и мы начинаем тогда перемещаться вниз, да, только еще раз, вот здесь у нас, здесь завершающая часть, да? Да, здесь завершающая. Люди могут пофотографироваться, можно попробовать одеть, не знаю, головные уборы, потому что всем костюмы одевать это все-таки такое, ну, тюбетейку мужчины могут одеть, девушки колфак. Иногда мы можем запустить, в зависимости от программы, патефончик. Да. И вот эти всякие скрипящие полы, и запах настоящего жилого дома, который невозможно передать, как вы понимаете. Кстати, очень интересный экспонат – это вот эти лапти. В этих лаптях, кстати, Дима бегал маленький по Пензенской области, вот, у себя на родине. У него, кстати, дед татарин, если что. Вот. И есть у татар такая пословица, что татарин как разбогатеет, так лапти на самое видное место вешает. И у нас, собственно, примерно так же. И для чего это? Для того, чтобы помнить, откуда ты пришел, и в то же время помнить, что все-таки мы все там опять можем оказаться. Ну и цветочки у нас тут всякие, герани. А там вот будут восстанавливать, здесь был дом. Все, мы, да? Да. Давайте завершаем. Мы завершаем. У нас тут съемки будут. Да, прикольные. Да. Сейчас. Дорогие друзья, 13:05 мы как бы завершаем, да, тем более вы видите здесь вот территория музея скоро станет территорией съемок. Это сериал, мировая премьера в конце года, вы обязательно узнаете про это, пока не раскрывается, вот нас выгоняют здесь. Но это будет очень интересная история, и знаете, вот я уверен, что он будет успешным, мировая премьера, и
мы все с вами скоро встретимся в эфире. А в 14 часов мы будем говорить уже конкретно о сувенирах не как у всех, созданные руками великого художника, работающего с сувенирами Раушани. И это вы видите, в том числе мы посмотрим вопросы зонирования магазина сувениров. То есть посмотрим, как его выбрать, как сделать вывеску, что начинается со входа, как встречают, как провожают. Разберем в ходе. Я буду путешествовать с вами по этому магазину и будем задавать вопросы, и на них мы услышим ответ. Итак, до встречи в 14 часов в Инстаграме. И встречаемся в магазине Айда. Сувениры не как у всех. И вы увидите, что они правда не как у всех, потому что это авторская работа, дизайн, эскизы. До встречи. Контакты здесь будут, Михаил. Да, сейчас приложим. Ольга Ходочкина, привет. Салават, всем привет. Всем привет, друзья. За вас чак-чак я куплю. Да, привезу. Если хотите его попробовать, приезжайте в Воронеж. Вот так. А лучше, конечно, давайте договоримся и встретимся в Татарстане. Ну, когда вы сможете там? Ну, давайте дней через 10. Ну, через выходные. Давайте, не откладывайте. Давай. Здесь прекрасная погода. Давайте собираемся за 1001 удовольствием в Татарстан. До встречи.